Вот вы все-таки добрались и не промокли до нитки, это здорово. У нас сегодня уникальнейшее событие. Мы таких замечательных музыкантов получили просто по счастью. Потому что в марте месяце две прекрасные женщины появились в дирекции и предложили свой замечательный проект «Кочующий музей». Мы с Натальей Ивановной чрезвычайно обрадовались и сказали, конечно же, площадки наших замечательных музеев из 5 состоящих: Римский, Корсаков, Театральный музей, Шереметьевский дворец, с радостью открывает двери для проекта наших дорогих коллег. Вчера прошла прекрасная презентация поющего сборника, просто уникальнейшее издание, только вчера же прилетело из Сибири, да, совершенно свежее. Состоялся замечательный концерт романса в Римско-Курской. И вот сегодня мы услышим что-то уникальное, замечательное, но я вижу инструменты потрясающие. Я думаю, это еще вдвойне символично, то, что сейчас здесь происходит, потому что ровно через месяц, 13-14 августа, на территории парадного двора Шереметьевского дворца, фонтанного сада, в самом дворце развернется масштабный фестиваль, международный этнический фестиваль музыки мира. Не пропустите это событие, съедутся представители из разных регионов и стран, может быть, но из регионов точно, показывать свое искусство. Желаю нам с вами сегодня получить истинное наслаждение и сделать открытие. Спасибо. Передаю слово. Возрождение старинного инструмента стало отправной точкой в дальнейшем развитии якутской инструментальной музыки. Вновь заигравший тембр
старинного инструмента колосах-рыбы заметно обогатил полет якутской музыки. Пропагандистами этих инструментов и популяризаторами исполнительства на них является ансамбль этнической музыки «Колсаха». Ансамбль был создан в городе Якутске в 2014 году при оркестре Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Афанасьевича Зверева «Крылова». Колосахом в якутской традиционной культуре на самом деле именуется особый способ пения, при котором голосовые связки смыкаются таким образом, что при пении создается акустический эффект двухголосия. Это совершенно не похоже на кубинское горловое пение, при котором голосовые связки смыкаются тоже таким же почти образом. Следует отметить, что такой эффект разнорегистрового двуголосия — это и есть наш звуковой идеал. И вот наш струнно-смычковый инструмент, как и смычковые инструменты любой другой культуры, призван воспроизводить тембр человеческого голоса. Сегодня ансамбль приехал в составе 3 основных солистов. Солист-импровизатор, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Он же является мастером-изготовителем всех инструментов ансамбля «Колсаха» Руслан Габышев. Солист ансамбля, мультиинструменталист, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Афанасий Томский. Руководитель ансамбля «Колсаха», заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Анна Томская. Сегодня наша встреча, она пройдет в таком необычном формате. Это не просто академический концерт, она у нас называется арт-встреча, но это практически перформанс. Так что вы можете между номерами задавать артистам вопросы. Они готовы ответить, они готовы содействовать. Вот. Так, это, конечно, будет сопровождаться маленьким лекторием, ознакомлением. Так, в целом ансамбль состоит из 12 музыкантов. Все они играют на разных видах колосахов. Кроме основного инструмента в составе ансамбля звучит якутский варган.
музыкальный лук, охсакл, струнно-щипковый инструмент танцир, духовые инструменты аян и чурупа и разные виды ударных и шумовых музыкальных инструментов народа Сахана. Для вас в исполнении ансамбля «Колсахан» прозвучит композиция «Сахалы Мадындар» — якутские мотивы. Традиционные якутские песни исполняются в двух совершенно
разных манерах. Протяжные, цветистые песни с обилием колысахов импровизационного склада называются череди-ре. В этой манере исполняются песни благословения, священные обрядовые песни, называемые алгыс и тоюк. А звуки инструментов в колысах способны в полной мере самостоятельно передать якутские манеры пения. А как инструментальное сопровождение к традиционным песнопениям лучшего аналога и нет на сегодняшний день. Предлагаем послушать песню славления в стиле череди тоюк в исполнении молодого носителя фольклора, известного исполнителя тоюк и сказителя алонхо, победителя многих республиканских, международных конкурсов Айсена Федорова в инструментальном сопровождении солиста-импровизатора Руслана Габасова. традиционного пения называется «Дегерен-ре». Песня «Дегерен», как правило, имеет
оживленный темп, четкий метр и гибкий ритм. Обычно в этой манере исполняются песни характерных героев из эпоса Олонхо, или шуточные песни, или бытовые песни, или трудовые песни. К вашему вниманию попурри на песни выдающегося якутского народного певца Сергея Зверева «Кылола» в манере Вини Дегерен исполняет Айсен Федоров и ансамбль «Белсаха». Организаторов проекта «Кочующий музей» является известный фольклорист, автор песен, автор многих научных статей по сохранению и возрождению фольклора народа Саха, составитель научно-популярных изданий, основатель и организатор конкурсов по развитию
и популяризацию культурного наследия народов Якутии в республике и за ее пределами лауреат всероссийских и международных конкурсов Варвара Абаюкова. Встречаем Дегерет на слова якутского поэта Курхан в исполнении автора. Yeah.
охотничьего лука. Древний охотник дальность полета стрелы определял по силе натяжения тетивы, а особые снайперы древних времен скорее определяли расстояние полета стрелы по звуку натянутой тетивы. И вот перед вами, как видите, музыкальный лук. Ох, сакл! Это авторский инструмент мастера Руслана Габышева. По сути, он представляет собой охотничий лук. Тетива в данном контексте, играющая роль струны, сделана из конских волос. Инструмент этот имеет две струны, одна из которых дает глубокий, низкий, постоянный звук, бурдонирующий звук мы это называем. Музыкант прижимает к себе рукоятку левой рукой, придерживая инструмент, извлекает флажолетные звуки на игровой струне, на второй струне. Правой рукой вводит смычком. При игре инструмент концом зажимается между коленями сидящего музыканта. Но Руслан Прокопьевич у нас экспериментатор большой и нашел еще один способ звукоизвлечения. Звукоизвлечение по принципу варгана. Тетиву подносят к губам, затем введением смычка извлекают звук. Давайте теперь послушаем в исполнении Афанасия Томского в манере варганной игры композицию, которая называется «Северные просторы». Музыкальном инструментарии якутов самую крепкую, основательную позицию давно еще занял варган, так называемый тиберфунс. Мы не могли сегодня пройти мимо старейшего нашего инструмента. В исполнении Варвары Абаюковой послушайте старинную протяжную манеру игры на хамусе, изготовленным мастером Вилюйского региона Республики Саха-Якутия Николаем Гоголевым.
увидимся совсем скоро с Варварой. Кроме концертной деятельности, участники ансамбля вовлечены в активную образовательную практику. Систематически на разных площадках города, даже в разных уголках нашей республики, проводятся мастер-классы по игре на колесах Кырымпи. Итогом этой работы стала разработка и публикация целого методического пособия. Автор пособия Анна Ивановна Томская. Она на этом не останавливается, и по мере накопления опыта материал периодически и дополняется, и редактируется. Ну а сейчас, Варвара, пожалуйста, не уходите. В исполнении Варвары Абаюковой прозвучит композиция «Джана Матыптара» из репертуара носителя фольклора верхоянских якутов Марии Новгородовой. Основоположник профессионального якутского музыкального искусства Марк Николаевич Жирков в своем труде «Якутская народная музыка» также отмечал, что колыса Кырымпа изобретена была нашими предками на основе военного или охотничьего лука, тетива которого служила струной, а смычком был другой лук. И вот основатель нашего музея музыки и фольклора народов Якутии, кандидат исторических наук Аида Петровна Решетникова, некогда подала идею Руслану Прокопьевичу попробовать возродить подобный инструмент. Дело мастера боится. Долго не думая, Руслан Прокопьевич приступил к конструированию музыкального лука. И теперь, где бы ни выступал Руслан Габышев, он всегда удивляет публику своим музицированием науки. А сама же Аида Петровна позже говорит: Руслана Габышева знатоки называют говорящими. Они и правда будто поют и разговаривают по-якутски. То есть тут каждый слышит, понимаете, каждый слышит то, что у него в подсознании.
Вот. Встречаем автора симпровизации на Овсакыл Бюгатына «Сказание о предках». Сейчас электронный вариант. Это немножко ждать, подождать. Дело связано с аппаратурой. Помещение, время берет все. Вы попутно можете задавать вопросы мастеру, изготовителю. Из-за проблемы проезда сына не привез. Он оператор. Очень трудно перевозить музыкальные инструменты, кстати говоря, да. Некоторые авиакомпании провозят его в виде ручной клади, а дальше уже не провозят, говорят, надо доплачивать там 6 тысяч, 7 тысяч, да, из-за того, что да, выходит за рамки.
инструментов Якутии в качестве эксперимента велась очень долго. Начиная с 1960-х годов разные мастера проводили ряд экспериментов, но эти попытки не выходили за рамки художественной самодеятельности. Да и сами плоды эксперимента тогда не удовлетворяли публику. То есть мастера были, инструменты в разных формах и вариантах рождались. Исполнительство, как я ранее отметила, было на уровне художественной самодеятельности. И все это движение оставалось вне поля внимания исследователей. В 2018 году нами была разработана концепция возрождения, сохранения и развития якутского струнно-смычкового инструмента в Республике Саха-Якутия. И 2 года назад концепция наша была утверждена Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. И теперь мы на серьезном официальном уровне имеем поддержку от министерства. И, собственно, поэтому сейчас мы перед вами. Ну, а теперь в исполнении ансамбля «Кыл-Саха» прозвучит сюита из этноспектакля «Агор-Тос» якутского композитора Василия Зырянова.